И как ты понимаешь эту пословицу? Пока взятку не дашь, никто тебе не поможет. А разве так можно? Вообще-то нет. Взяткодатель может попасть в тюрьму на 12 лет. Добрый день. К нашему собранию присоединилась большая аудитория многонациональных телезрителей Чувашской Республики благодаря национальному телевидению Чувашии. Мы работаем уже 2 часа на нашем форуме, и вот официальное торжественное открытие было назначено на это время по программе. Мы бы хотели для тех, кто подключился только сейчас, именно телезрителей, сказать, что форум посвящен столетию образования автономной области и приурочен также к тем событиям, которые вот всех нас возвращают к истокам, первоистокам духовности чувашского народа, всех других народов, проживающих в Поволжье. Поэтому так тема и называется «Всероссийский культурный форум. Фольклор народов Поволжья. Современность и традиции». Учредители и организаторы, мы бы хотели для телезрителей напомнить, это Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Центр культуры народов России, Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, Республиканский центр народного творчества, Дворец культуры тракторстроителей, Министерство культуры Чувашии и Чебоксарское музыкальное училище имени Павлова, Минкультуры Чувашии. Вот очень важно сегодня всех вас поздравить, кто нас смотрит, кто нас слушает, и со столетним праздником, который вы все отмечаете, и, конечно же, с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Ну и как вот мы сегодня отмечаем, фольклористы и другие участники, что удивительное совпадение с Медовым Спасом. Вот это благополучие, это сладкая, хорошая жизнь. С такими пожеланиями мы обращаемся и поздравляем всех участников форума, всех телезрителей и жителей Чувашской Республики в лице главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева и в лице Розы Михайловны Лизаковой, министра культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Ну что ж, а сейчас для официального открытия для всей нашей аудитории, в том числе телевизионной, которая к нам подключилась, мы слово предоставляем министру Розе Михайловне Лизаковой. Роза Михайловна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте искренне поприветствовать участников Всероссийского культурного форума «Фольклор народов Поволжья. Современность и традиции». Россия соединила в себе многие народы, и культурное многообразие нашей страны делает ее и такой красивой, и такой сильной, и сплоченной. Форум посвящен обсуждению важного и очень серьезного вопроса изучения традиций народов России и Поволжского региона. Традиционное народное творчество является основой развития многих форм культуры в нашем обществе, и оно требует бережного к себе отношения, постоянного и глубокого изучения. В Чувашской Республике ведется большая, огромная работа по сохранению традиционного народного творчества и фольклора. Действует более 400 фольклорных коллективов, ведутся большие фундаментальные исследования в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Ведется подготовка кадров в Чувашском государственном институте культуры и искусств, Чебоксарском музыкальном училище, в училище культуры, Чувашском художественном училище.
И вся эта работа, конечно, свидетельствует о постоянном внимании, огромном внимании к этому духовному наследию, которое нам даровано предыдущими поколениями нашего народа. 2020 год – это год столетия создания чувашской автономии. Этот истекший век был очень важным веком для всего нашего чувашского народа, потому что это был век культурного строительства. Я напомню, что выдающиеся деятели истории нашей культуры Федор Павлович Павлов, Степан Максимович Максимов и другие известные деятели, создавшие первую музыкальную школу, первый музыкальный техникум, первый государственный хор, первый государственный симфонический оркестр, прежде всего были активными собирателями чувашских народных песен, духовного наследия. Именно они оставили первые записи, тексты, опубликованные по результатам этих экспедиций. И сегодня эти тексты являются первоисточником. Это сокровищница нашей национальной культуры, которые современное поколение, конечно, обращаются вновь и вновь. И сейчас, и будущее поколение, я надеюсь, тоже. Мы благодаря им имеем наследие, конечно, которое является и основой для развития профессионального искусства в нашей республике. Мы это должны обязательно подчеркнуть. В поле зрения деятельности нашего Министерства культуры сегодня является развитие традиционного народного творчества в Чувашской республике, развитие социально-культурной сферы, развитие клубных учреждений и народных коллективов, творческих коллективов, которые работают при них. Только в этом 2020 году проводится ремонт, реконструкция в 220 зданий и клубов, пошиваются костюмы для народных коллективов, приобретается оборудование для их развития и для их постоянной профессиональной деятельности. Благодарю Министерство культуры Российской Федерации, Российский дом народного творчества, Дом народного творчества Чувашской Республики за организацию этого культурного форума. Желаю плодотворной работы в течение всего сегодняшнего дня в обсуждении поставленных вопросов. Желаю вам всего самого доброго и продолжения такой прекрасной дискуссии, которая была начата сегодня утром. Спасибо. Для продолжения открытия хочется предоставить слово москвичу, директору, председателю Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, кандидату искусствоведения и заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, профессору Пуртовой Татьяне Васильевне. Тамаре Валентиновне. Тамаре Валентиновне Пуртовой приношу извинения. Просим высказаться. Ну, пока идет подключение, мы хотим сказать, что действительно эта система, сеть домов народного творчества региональных очень важная для рассматриваемой тематики. И, конечно, головная организация, которая в этом году исполняется 105 лет, Государственному Российскому Дому народного творчества, в этом году исполняется 105 лет. И большую, огромную деятельность ведет Центр культуры народов России и Государственный Российский Дом народного творчества по сохранению и развитию фольклорного движения. Поэтому вот ждем. Вот, Тамара Валентиновна появилась на экране. Приветствуем. Слышно Давайте меня? поаплодируем. Слышно? Оффлайн, поаплодируем. Не надо. Спасибо большое, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я рада сегодня в этот день быть с вами, тем более, действительно, как сказали, это большой праздник. И я благодарю руководство Чувашской Республики за такое смелое решение провести не только онлайн, но и офлайн важнейшее событие в сфере традиционной культуры и фольклора. Мне очень радостно, что у вас такой
высокий уровень докладчиков собрался, и специалисты не только из Чувашской республики, но и Саратовской консерватории, и Татарстана, Республики Марий-Эл, Ульяновска. Достаточно сказать, что Наталья Николаевна Гилярова я вижу на экране, и это ведущий специалист в области фольклора, поэтому я думаю, что результат этого форума и этой конференции будет, несомненно, очень высокий, и он найдет свое продолжение в дальнейшей работе. Как уже сказал Сергей Иванович, мы действительно существуем 105 лет, и в эти годы всегда уделяли и уделяем огромное внимание поддержке, сохранению, актуализации традиционной культуры и фольклора всех народов России. Но за 100 лет я не буду говорить, а хотя бы скажу, что в новом веке, в 2006 году в нашей структуре был создан Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации, а в 2016-м вот тот самый Центр культуры народов России, который возглавляет мой первый заместитель Мария Вахтанговна Русанова, заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства Российской Федерации, и заведующий отделом национальных культур центра Сергей Иванович, мы к вам делегировали живьем в Чебоксары для того, чтобы поддержать как раз проведение вот этого важнейшего мероприятия. В 2018 году под нашу эгиду вошел Центр русского фольклора, объединяющий ведущих, ученых, исследователей и специалистов, которые занимаются поддержкой русской традиционной культуры. И мы заключили договор о сотрудничестве с Российским фольклорным союзом, который Наталья Николаевна возглавляет. И руководители этого центра, вот Дмитрий Викторович Морозов и Екатерина Анатольевна Дорохова, тоже, как я вижу, стоят в программе докладчиков. Два наших журнала сегодняшние, «Альманах традиционной культуры» и журнал «Живая старина», являются важнейшими трибунами в деле сохранения, изучения, популяризации фольклорных традиций. Но, опять-таки, не перечисляя тот большой объем работы, которому мы посвящаем своей деятельности в поддержке фольклора народов России, упомяну, что даже в этом году, несмотря на такую сложную ситуацию, которую мы все знаем, да, у нас вот прошли две конференции, состоятся. Одна называется «Славянская традиционная культура и современный мир», и пройдет она в Ульяновске. Это традиционная конференция, которая всегда посвящалась Дню славянской письменности, и мы вот взяли такую теперь новую форму. Она будет кочевать по регионам России. И семинар, который называется «Лучшие практики формирования региональных реестров нематериального культурного наследия», и пройдет этот семинар в Екатеринбурге. Ну, безусловно, не останавливаясь подробно на вот всей той большой работе, которую мы ведем, хочется сказать о главном. Главное, все-таки мы считаем, наш инновационный проект – это создание реестра нематериального культурного наследия народов России, который мы ведем с 2009 года. И на сегодняшний день этот реестр уже объединяет свыше 1000 объектов, есть среди них кандидаты. Мы все-таки в этом году создали экспертный совет. Этому помогла работа нашего нового сектора, который тоже в 2018 году был создан, сектор нематериального культурного наследия, который возглавляет ведущий специалист Варвара Евгеньевна Добровольская, кандидат наук. И вот сегодня в этот совет дали согласие и вошли ведущие специалисты по фольклору и традиционной культуре, представляющие практически все регионы России. Идет активная работа по формированию региональных реестров. Более 50 регионов России уже создали свои отдельные региональные реестры нематериального наследия. И мы бы очень хотели, чтобы Республика Чувашия активнее включалась в этот процесс. Мы очень рады новому руководству в лице Розы Михайловны. Мы ее знаем прекрасно. И в том, что вернулась Наталья Олеговна в Дом творчества. И это нас внушает нам огромную надежду на активизацию работы, потому что это люди, которым не надо объяснять, что народная культура – суть духовная основа нашего общества.
И я думаю, что в этом составе наша работа активизируется. Сегодняшний форум, кстати, подтверждение этому. Вот не было субъекта, который вышел с такой инициативой, а Чувашская республика сделала этот шаг. И надеюсь, что актуальность этой работы сегодня подтверждает и Министерство культуры Российской Федерации. В рамках национального проекта «Культура» Дом народного творчества имени Поленовой реализует проект «Всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов». Это не просто событие фестиваля-конкурса, это очень широкая программа, в которую ежегодно входит такой подпроект, как презентация объектов нематериального культурного наследия. Вот в заключительном этапе, который мы в начале октября планируем в Москве, будет очередная вот эта презентация объектов. Ну, я думаю, что вся эта работа особенно важна для всех нас, и нам объединить усилия необходимо, поскольку мы верим и надеемся, что в исполнении поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2022 год будет объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Поэтому я всем нам желаю успехов, плодотворной работы, здоровья, дорогие мои, всем крепкого, с тем, чтобы нам достойно подготовиться и провести этот год, который, надеюсь, поможет нам еще больше усилий приложить для сохранения, для исследования, для актуализации лучших традиций народной культуры России. Желаю вам всем успехов в форуме. Уважаемая Тамара Валентиновна, огромное вам спасибо за пожелания и поздравления со столетием Чувашской Республики, с началом открытия нашего форума. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за поддержку в организации проведения этого культурного форума, поблагодарить искренне и сказать, что мы, конечно, выражаем надежду на продолжение нашего сотрудничества, потому что оно настолько плодотворно и так оно необходимо для нашей республики, для всех народов Российской Федерации. Позвольте мне передать вам подарок от нас. Это такое издание, которое посвящено столетию Чувашской Республики. Это альбом, наш праздничный альбом, посвященный столетию Чувашской автономии, и называется «Чувашия древняя и вечно молодая». Мы вам передаем этот подарок с пожеланиями счастья, здоровья и всего самого доброго. Тамара Валентиновна. Валентиновна, до свидания. Всего доброго. В свою очередь, от Тамары Валентиновны, от нашего Центра культуры народа России, мы передаем только что вот изданную антологию проектной деятельности в этнокультурном направлении «Россия. Этнический комфорт». Здесь собрано более 300 проектов всей России. 74 региона охвачены этой работой. Поэтому здесь большая интересная информация о том, как в России формируется вот отношение к фольклору, к продолжению духовности наших народов всей России. Спасибо большое. Я хотела бы также передать некоторые издания, которые были подготовлены нашими государственными учреждениями культуры. Чувашский национальный музей в рамках одного из полученных грантов издал вот такой замечательный выпуск. Был «Серебряное украшение и главные уборы Чуваши XVIII-XIX веков». Я также передаю Дому народного творчества, а также издание Николая Ивановича Судюкова «И дивный видится узор. Роль чувашского орнамента в изобразительном искусстве». И вот такая интересная монография. Также я вам ее передаю. Спасибо. И хочу добавить особо интересно, что мы как раз в музее чувашской вышивки, всех этих узоров и серебряной кладовой. Мы сейчас работаем здесь. Я хочу, прежде чем перейти к следующему докладчику, подчеркнуть, это вот действительно наше время, наш уровень, когда руководители, как председатель Российского комитета по сохранению нематериального наследия при Комиссии России по делам ЮНЕСКО,
участвует здесь, и министр культуры республиканский. Спасибо, это знамение времени. Более того, вот, фольклористы. у нас появилась замечательный Вот сейчас следующий перейдем. участник. Сейчас. Но прежде чем для телезрителей, я должен все-таки возобновить информацию. Модераторами этого форума является сегодня доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, главный научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Кондратьев Михаил Григорьевич. Ну, тогда я взаимно представлю второго модератора. Это Кулибаба Сергей Иванович, всем известный в России, я думаю, а может быть и шире. Кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России, заведующий отделом национальных культур Центра культуры народов России, Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова. Продолжаем. Да, и мы с удовольствием, как Тамара Валентиновна сказала, вот сегодня будем иметь возможность, благодаря онлайн-трансляции, возможность общения с прекрасным человеком, который занимается искренне, вот от всей души этим направлением работы, кандидат искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, член Союза композиторов России, председатель правления Российского фольклорного союза, член Общественного художественно-экспертного совета Государственного дома народного творчества Министерства культуры Российской Федерации. И я с удовольствием называю имя и отчество и фамилию. Гилярова Наталья Николаевна. Приветствуем вас. Спасибо. Я поздравляю Чувашию с таким очень важным юбилеем. Очень рада, что этот юбилей как раз отмечен нашим форумом, потому что это свидетельствует о том внимании, которое власть, наша власть, уделяет проблемам традиционного искусства и народной культуры. Тема моего сегодняшнего выступления, она, конечно, достаточно специфичная, ибо, вот прослушав Михаила Григорьевича, я обратила внимание, что он перечислил этносы все, но как-то вот русский прошелся в Поволжье, ну так, между делом. Между тем, все народы Поволжья так или иначе имеют дело с русской, так сказать, с русской составляющей. И, соответственно, между национальными нашими этносами и русскими возникает культурная интерференция. Она не может не возникнуть, потому что слишком близко, рядом соседствуют наши этносы. И поэтому я взяла свадьбу как одно из проявлений вот этой культурной интерференции и постараюсь очень коротко, потому что, конечно, если рассказывать о свадьбе как огромном обрядовом действии, завязанном на песни, обряде, символике и так далее, и так далее, и так далее, это будет очень долго и очень трудно. Значит, я посчастливилось мне в первое мое знакомство с мордовским этносом провести как раз на настоящей свадьбе, куда мы случайно попали, абсолютно случайно. Вот. И для меня, и также для моих студентов, которые там были, это было определенным открытием, потому что мы слышали мордовские коллективы, мы были знакомы с пластинками, как уже с 70-х годов были мордовские записи в доступе у фольклористов. Вот. Но мы не имели представления о том совершенно потрясающем энергетическом взрыве, который происходит на натуральной свадьбе, на той, которую, я повторяю, мне удалось увидеть. И, соответственно, возникает вопрос, в какой степени мордовская свадьба в той или иной мере может ли быть сопоставимым с русской свадьбой, рядом находящейся. Вот. Этим можно заниматься долго, но я постараюсь вот в двух словах это как-то обобщить. Самое интересное, что население мордовское каждый раз мне говорило, а у нас свадьбы идут по-русски.
И вот это у нас свадьбы идут по-русски, при том, что я этой русскости видела крайне мало. Вот, оно как-то заставило задуматься. А дело было в том, что сценарий как таковой, вот сценарий прохождения ритуала, он действительно совпадает. Он совпадает даже в деталях. Большие параллели, конечно, с северно-русской свадьбой возникали, вот, но это было. А вот наполнение этого ритуала было совершенно разное. Во-первых, в России, вот особенно в пограничных территориях с Мордовией или же в том же самом Поволжье, свадьба по-старинному уже давно перестала справляться. И никаких причитаний на свадьбе, сами понимаете, уже в 70-е, 80-е, 90-е годы 20 века не было. А между тем, как в Мордовии, я лично слышала и причитания, видела свах, которые приходили в очень специфических нарядах, в Дом культуры договариваться там о росписи и так далее. То есть это продолжалось довольно долго. И самое для меня, конечно, было интересно, это музыкальное наполнение. Что здесь происходило? Значит, прежде всего, да, причитания на этих территориях русских мы записывали очень много, но они не были не столь развернуты. Более того, невеста здесь, собственно, мордовская невеста, она еще, кроме коммуникативной функции, выполняла функцию общения с высшими силами, функцию общения обережного. То есть сама по себе вот эти вот тексты, опубликованные и в издании «Памятники мордовского народного музыкального искусства» в Саранске Николаем Ивановичем Бояркиным, да, и то, что произошло вот не так давно с прекрасными самарскими изданиями, которые вышли, вот там действительно вот эта вот плачевая причетная культура, она занимала одно из главных мест. Второе, чего полностью отсутствует в русской свадьбе, но мордовской занимается, наверное, центральное место, это роль свахи, которая начинает свадьбу, заканчивает свадьбу. И когда я в 90-е годы ездила делать диск или же снимать в этой программе «Мировой деревни» мордовскую свадьбу, вот трудностей не возникало с тем, что женщины достаточно молодые, знали все обрядовые тексты, а их действительно очень много, и совершенно спокойно ими владели. Когда я спрашивала, а вот как вы их выучили, они говорили, ну как же уже, там, предположим, моя соседка, ей 70, она все знает, но вести свадьбу не может, ей не хватит физических сил. Поэтому мне пришлось все выучить, и я теперь эту свадьбу веду полностью. Вот это было. Третье – это песни. Вот относительно песен, конечно, здесь большая сложность, причем это зависит во многом и от того, в каких мордовских, так сказать, деревнях мы что записывали. Вот первая встреча с мордовской песенностью в селе Анаево Зубово-Полянского района, там ни одной русской песни практически я на свадьбе не слышала. Я слышала только уникальную совершенно песню Азурава. Если получится в конце сообщения, мы можем фрагмент этой экспедиционной записи послушать. В других местах, в частности в Пензенской области, две русских песни я слышала, они входили в свадебный обряд, причем именно в обряд, потому что одна была посвящена величанию парней и жениха, и другая, в общем-то, на это же была направлена. Другое дело, как изменялись музыкальные составляющие этих известных русских текстов. Вот одну тоже мы сможем послушать. Песня с припевом «Розен мой розен» для русской традиции очень-очень характерна. Вот. Таким образом, значит, основные пласты, так или иначе, в русской мордовской свадьбе
совпадали. Они совпадали, но Мордовия, кроме вот свахи, огромного количества причитаний, еще сохранила обрядовую составляющую, но в частности. Значит, когда мы пришли первый раз в мордовскую деревню, первое, что нас встретило на улице, это были девушки в традиционном костюме, которые позывали на свадьбу. То есть это не для нас, это было само собой. Второе – хождение на кашу. Вот в самарском издании сказано, что кашу приносят с собой невесты с подружками перед днем венчания. У нас в Пензенской области сведения были, что в каждом родственном доме готовили эту кашу, а невеста просто туда приходила, этой кашей ее кормили, она благодарила причетом и шла в следующий дом. Значит, вот это тоже очень важный такой момент. Последний важный момент, совпадающий с русскими традициями, это вождение невесты в баню. И вот здесь, вот, если разбираться в деталях, очень много параллелей идет с северно-русским обрядом. Таким образом, мы можем говорить о взаимопроникновении, но все-таки вот то, что христианизация Мордвы прошла последнее, по-моему, в XVIII веке, последнее крещение Мордвы произошло, оно так или иначе отразилось и на сохранности вот этих древних элементов. Я не могу сказать языческих, понимаете, вот сейчас, кроме того, о чем говорил Михаил Григорьевич, сейчас же появился еще термин «народное православие». Это тоже существует исследования, посвященные этой проблематике. Вот, да, очень многое сохранилось, и когда сваха вводит молодых в дом жениха, она поет, обращаясь к юртаве, то есть к одному из мордовских божественных, так сказать, покровителей дома, очага и так далее. До сих пор. А вот когда я говорю с мордовскими коллегами или не коллегами, а просто знакомыми, и спрашиваю: ой, у вас фамилия Юртаев, она такая древняя, на меня смотрят удивленно жители города Москвы. Вот они говорят: откуда вы что-то знаете, и кто такой Юртава, нам это неизвестно. Вот. Самое грустное, что происходит, это то, что вот это уникальное анаевское пение осталось только, я не знаю, как в Саранске, не могу сказать, но у нас осталось только в очень плохом качестве. Правда, есть и многоканальная запись, потому что в самом Анаево, когда мы были, было 2000 жителей, а сейчас 116. Причем было 3 школы, сейчас ни одной. И так далее, и тому подобное. То есть мы с вами так или иначе сталкиваемся вот той самой урбанизацией, да, но ни одно, на мой взгляд, фольклорное движение не сможет сохранить вот уникальность звучания бытового коллектива, который поет на свадьбе или на Троице. Бытового коллектива там живущего. Вот эта традиция уже оказывается потеряна. Я попрошу, если возможно, показать 2 фотографии, которые я посылала, и примеры. Значит, пожалуйста, если получится. Вот это вот такой костюм мы увидели, девушки ходили по улице и позывали на свадьбе. И вторая фотография с сложным головным убором, женским, к сожалению, не очень удачно, так сказать, заснятая студентом. Вот. И теперь примеры. Пожалуйста, пример 6. Простите за качество, но это действительно запись на свадьбе, на старом романтике. Старшее поколение помнит, что это такое. Вот. И слава богу, что хотя бы она получилась. Ждем включения. Что там нам сообщают? Не получается, да?
мы хотели бы замечательно, что люди, которые интересуются не просто вот как бы в научных целях или как-то что-то, а так глубинно интересуются культурами, национальными культурами различных народов, которые не относятся непосредственно вот к самому человеку. Мы благодарны, что есть возможность сегодня обратиться ко всем молодоженам будущим и сказать, что вам будет намного интереснее потом жить, и более того, крепче будет ваша жизнь, если вы сегодня подумаете и все-таки поищете, кто сможет прийти и привнести вам в обряд, в сценарий свадебный вот эту вот глубину традиционной культуры. Кто сможет оберечь вас от многих неправильных шагов в современности благодаря тому, что несет фольклорная вот тема. И, конечно же, мы все понимаем, что в различных направлениях мы многое теряем. Многое уходит навсегда. Целые там, не скажу народы, вот мы недавно День коренных народов праздновали мира, тем более культура, язык народа уходит, потому что уходит традиционное пространство бытования. Нет того, что как бы требует этого исполнения обязательно. Поэтому мы призываем, во-первых, находить все это, во-вторых, призываем посмотреть, что еще возможно сделать всем гражданским институтам и учреждениям, которые вот к этому относятся, и, конечно, органам власти, которые не то, что за это отвечают, а хотят, чтобы наша жизнь дальше все больше и больше наполнялась смыслами. Как мы говорим, вот таким важным моментом является, вот, когда мы смотрим на чувашскую вот, пляску, да, когда мы слушаем чувашскую песню, а чувашские ансамбли всегда выступают в наших программах Государственного дома народного творчества. Вот чем наполняется? Мы всегда умиляемся, это одно слово. Но мы всегда наполняемся таким метроритмом специфическим, достаточно мелкий метроритм, да, и вместе с тем такой как бы специально вот вдалбливающий, не скажу, но нас впитывающий в нас вот такую уверенность, что вот этот метроритм очень важный. И вот эти вот движения, которые идут от природных каких-то источников, вот подражания каким-то явлениям, они необходимы, чтобы человек понял, что он находится в органике всего мира, всего мироздания. Вот этот фольклор сегодня, еще раз говорю, не просто слово фольклор. Еще раз возвращаемся к этим смыслам. Ну что там, получается показать запись? Эдуард? К сожалению, не получается нам показать запись. Но я так понимаю, есть возможность... Да, есть возможность общаться, и мы надеемся, что вот это выступление, замечательное выступление, которое мы сегодня слышали, многих вдохновит на дальнейшее продолжение работы. Наталья Николаевна, огромное вам спасибо. Ну и самое главное, надеемся, что это будет опубликовано, в том числе с иллюстрациями. А Наталья Николаевна первой сегодня подняла такой аспект, показала фольклор в сравнительном аспекте. Это сложнейший, труднейший аспект. И спасибо. Русско-мордовские связи – это особая глубокая тема. Ну вот, Наталья Николаевна вкладывает в нее. Сейчас, переходя дальше по программе, ну, прежде всего, может быть, вопросы кто-то будет задавать, как по регламенту мы предлагаем. Хочется объявить, что следующий докладчик, Геннадий Михайлович Макаров, сообщил, что он болен. Пожелаем ему здоровья, поскольку сейчас ситуация с здоровьем для всех. Ну, слава богу, не тем, что все опасаются. Он слава богу, да, приболел. сообщил, что не может выйти на связь по состоянию здоровья. И предлагаем выступить Сергеевой. Сейчас как у нас там... Ирине Владимировне, значит, преподавателю детской музыкальной школы номер 4 города Старый Оскол, это Белгородская область, но доклад ее о чувашском музыкальном инструменте. Кесле – старинный чувашский музыкальный инструмент. В видеозаписи. Я прошу включить.
ряду наиболее ценных музыкальных инструментов, бытовавших в народе и способных служить символами чувашской народно-музыкальной культуры, всегда были весьма совершенные и богатые по своим возможностям струнные, кисле, гудок, духовые, волынки, флейты. Полный перечень чувашских народных инструментов включает более 50 названий. Своими необычайно богатыми художественно-эстетическими возможностями, красотой звучания, разнообразными этноакустическими характеристиками, особенностями использования инструментов традиционной культурно-бытовой практики, гусли на протяжении многих лет привлекали внимание историков, этнографов, фольклористов, музыкантов и исполнителей. Гусли, как никакой другой инструмент, обладают высоким потенциалом для возрождения духовных, исконно национальных традиций, поэтому особую значимость на современном этапе приобретает проблема возрождения кисле, их исполнительства на новой профессиональной основе. Кисле – многострунный щипковый музыкальный инструмент, с древнейших времен функционирующий среди поволжских народов. Гусли имели широкое распространение в быту, были в центре любого праздника. Гусляры всегда пользовались особым вниманием и уважением. Широко было распространено ансамблевое исполнительство. В состав ансамблей народных музыкальных инструментов входили гусли, гармоника, скрипка, пузырь. Кисле относится к роду шлемовидных гуслей. Основная характеристика кисле дана в атласе музыкальных инструментов народов СССР. Корпус изготовляется из досок хвойных или лиственных пород. Струны одним концом крепятся к дугообразному порожку, находящемуся на деке, другим наматываются на вращающиеся деревянные колки. Струны обычно жильные, но в настоящее время широко применяются металлические, гитарные, балалаечные, домровые, и число их колеблется от 17 до 34. Расположены струны параллельными рядами. На струнах высокого регистра правой рукой исполняли мелодию, а левой рукой на струнах низкого регистра велось гомофонно-гармоническое сопровождение и непрерывное звучание – бурдон. В зависимости от музыкальной фактуры произведения руки могут находиться в любых позициях – только в верхнем или только в нижнем регистре. При исполнении пассажей руки могут свободно перемещаться по всему диапазону. Настраивать кисле можно по-разному – в пентатонике, в хроматическом строе или диатоническом. Играют на гуслях сидя, положив их на колени, при этом верх инструмента упирается в грудь. С целью возрождения и сохранения древнейшего народного инструмента, внедрения лучших образцов традиционной культуры в современное образовательное пространство, в 1988 году в Чебоксарской детской музыкальной школе номер 4 был создан ансамбль чувашских гуслей. Ученики средних и старших классов отделения народных инструментов по специальности баянисты, аккордеонисты, балалаечники на факультативных занятиях с интересом осваивали столь непривычно звучащий, совершенно новый в техническом плане струнно-щипковый инструмент. В то время без налаженных связей между учебными заведениями, где проходило обучение на многострунных инструментах, при отсутствии интернета были недоступны методические рекомендации, нотные сборники и другие специальные пособия. Руководитель ансамбля Гусева Марина Викторовна, балалаечница по специальности, разрабатывала специфику обучения и игры на гуслях, охватив все возможные виды музыкальной фактуры, многочисленные оттенки звучания инструмента, апробировала и внедряла в практику различные способы звукоизвлечения. Критерием для приемов игры должна была быть музыкально-художественная целесообразность применения их, простота и удобство игровых движений, то есть минимальная затрата энергии и достижение максимального эффекта. При занятиях в ансамбле ребята овладевали такими приемами игры, как арпеджиато, ломаные октавы в мелодической фигурации, аккорды, двуголосный щипок октав, арпеджиато в восходящем или нисходящем движении, глиссанда, щипок посредством скольжения пальцев. Понимая акустические и конструктивные особенности кисле, использовав различные виды техники, необходимые для раскрытия потенциала инструмента, Марина Гусева сама делала переложение произведения, обработки народных мелодий для ученического ансамбля. Ребята, играющие на самобытном, выразительном по звуковой и тембральной палитре инструменте, выступали на различных площадках города и республики, позволяя публике насладиться красотой звучания гуслей. В 1990 году ансамбль гусляров, пройдя отборочный республиканский тур, достойно представил Чувашию на всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в городе Рыбинск.
Но факультативные занятия при освоении дополнительного инструмента не давали необходимого профессионального роста. Поэтому в 1997 году был открыт класс кесле при поддержке главного научного сотрудника Чувашского государственного института гуманитарных наук, академика, доктора искусствоведения, профессора Михаила Кондратьева, которого можно по праву считать крестным отцом этой редкой специализации. И в Чебоксарской детской музыкальной школе номер 4 активно стало развиваться как ансамблевое обучение, так и сольное исполнительство на чувашских гуслях. Несколько выпускниц музыкальной школы продолжили профессиональное обучение в Чебоксарском музыкальном училище имени Павлова. На протяжении последующих лет творческая биография ансамблей и солистов гусляров была очень насыщена и богата интересными событиями, концертными и конкурсными выступлениями на различных сценических площадках не только в нашей республике, но и во многих городах России, встречами с интересными людьми, общением со своими коллегами по инструменту. Юные гусляры выступали в Казани, Шкарале, Тюмени, Ижевске, Ростове-Великом, объездили с концертами многие города Золотого кольца России, участвовали в юбилейном концерте «Дети России» святейшему патриарху Алексию II в храме Христа Спасителя. В репертуаре коллектива были образцы народной вокальной и инструментальной музыки, произведения композиторов-классиков и современных российских и чувашских композиторов. В поиске новых сочетаний тембров, позволяющих по-новому раскрыть выразительные возможности гуслей, в составе ансамбля использовали звучание домры, балалайки, аккордеона, чувашской волынки, виолончели, скрипки. В 2012 году Марина Гусева уезжает из Чебоксар. В классе кесле сменяются несколько педагогов. И в 2019 году преподаватель Ирина Сергеева, участница первого состава ансамбля чувашских гуслей в 1988-1992 годах, концертмейстер ансамбля в 1997-2004 годах, выпускает последнюю ученицу гусляршу. Из-за сокращения сроков обучения девочка проучилась в музыкальной школе всего 4 года, и ей даже не посчастливилось поиграть в полноценном ансамбле гусляров, так как с 2015 года в школе прекратился набор учеников в класс кесле. В городе и республике интерес к кесле невысок, ведь инструмент не адаптированный, не пропагандированный, не модный и никому, следовательно, не интересный. Необходима отдельная и серьезная поддержка на уровне Министерства культуры, главы Чувашской республики. Надо начинать подготовку специалистов по направлению народные и традиционные инструменты на базе фольклорного отделения музыкального училища. В музыкальных школах в учебный план вводить предмет дополнительный инструмент кесле. Заказать хорошие, качественные инструменты, полноценно обеспечить это инструментами музыкальной школы республики. Бережное отношение к традициям национальной культуры является одним из условий преемственности исторического опыта народа. И очень печально, если возрождение гуслей и исполнительство на них на новой профессиональной основе остановится, исчезнет применение великолепного инструмента в исполнительской практике. Жизнеспособность любой национальной культуры определяется включением ее художественных традиций в образовательный процесс. Освоение народных традиций, изучение фольклора позволяет решать задачи сохранения и духовно-нравственного развития российских этносов. Старый, милый сердцу народный инструмент. Хочется, чтобы кесли звучали повсеместно, привлекая к себе как любителей традиционной народной музыки, так и самых разборчивых в современном музыкальном искусстве меломанов. Ну вот все были сейчас, конечно, приятно вдохновлены, но, к сожалению, там так сказано было, что прекратилась эта традиция преподавания, там, да, и школы и тому подобное. Давайте еще раз я вернусь к тому, что я говорил в самом начале форума. Мы для того и собрались и привлекли различные наши силы, которые в стране есть. Вот Белгородская область нам напомнила таким замечательным фильмом, что Чувашия вот, ни в коем случае не потеряла. Нет, еще раз мы собрались, чтобы оптимистично взглянуть в будущее. Мы с Михаилом Григорьевичем говорили, и вот с нашими коллегами из музыкального училища, что вот приятно, что Министерство культуры Чувашии возобновляет инструментарий. Мы видели, нам показали, обновляется и классический инструментарий, и там современный инструментарий. И вот сейчас такую задачу, я думаю, услышало Министерство культуры. Говорят, что дети не пойдут, вот что-то еще такое говорят. Вы знаете, мы же услышали, что многое зависит
зависит от кадров. От того человека, который духовным станет, жрецом, хотите, наставником, духовным вдохновителем, который своим примером покажет, как красиво это звучит, а красиво ведь звучит. Как красиво смотрится. Даже вы видели, когда вот в жилеточке мальчик в академической с этим замечательным вариантом показан тоже, не только в национальном костюме. Мы много раз были на различных фестивалях, конкурсах в различных городах. Вы знаете, прибалтийские кантели, многострунные инструменты у многих народов есть. Русские гусли, и у вас продолжается традиция проведения мероприятий по этому направлению. Если вам удастся привлечь на вашу сторону, поселить здесь, как и в музыкальном училище, в какой-то период времени вы нашли человека из другой территории, закрепили, и будете дальше продолжать, я уверен, что все получится с чувашским замечательным инструментом. Только смотрите каждый из вас в сторону, где это найти. И это самая главная сейчас задача всех управленческих работников, как сейчас говорят, найти креативную личность и заполучить ее, и застолбить ее у себя. И гордиться потом. Сергей Иванович, реплика. Говорят, дети не пойдут. Когда ансамбль действовал активно, они выступали, они в Москве выступали, их везде приглашали. Я как раз об этом Дети сказал. хотели, дети шли. А что происходит сейчас, я думаю, это отдельный вопрос. Надежда есть. Нет, вы так отдельный вопрос не повисает пусть. Есть проблема с национальными и русскими инструментами, есть проблема с наборами, что называется, и на балалайку, и на баян и так далее. Это огромный труд. Тогда я просто скажу, что надо к этому относиться теперь, что тот, кто занимается сейчас настоящим образом от баяном, как говорят, не только академическим баяном, ведь это полиязычные инструменты все. Они могут играть как академическую музыку, классическую, как мы говорим, но если по-другому на него взглянуть, он может быть и очень органичным национальным инструментом. Поэтому это становится элитарным искусством. Более того, те, кто идут туда, становятся представителями элиты нашего профессионализма. Любопытный штрих, что в музыкальном училище, кроме баяна, сейчас класс гармошки открылся. Вот, опять и же, гармошка оптимистично. пользуется большим спросом. Замечательно. Это возрождение того инструмента. Кажется, примитивного? Нет. Астраханцы училище тоже работает. рассказали, русский строй, у них шикарный ансамбль, коллектив современный, молодой, играет разную музыку. Да, современную креативную среду создать. Продолжаем. Представляете слово. У нас готов докладчик следующий. Следующий докладчик Евгения Владимировна Зуева. Она уже на связи, мы вас видим. Добрый день. Добрый день, приветствуем вас. Это магистр, секундочку, Евгения, секундочку, мы вас представим. Магистр народной и художественной культуры, лаборант Центра музыкального фольклора Московского государственного института культуры и доклад «Традиционная хореография народов Присурья. От инструментов к хореографии». Прошу вас. Слушаем. Еще раз здравствуйте, рада приветствовать всех организаторов фестиваля и участников. И сразу попрошу вывести на экран карту, на которой показано расположение реки Суры. Спасибо. На территории Сурского бассейна издревле существовали такие народы, как мордва, чуваши и русские. Несмотря на большое количество переселенцев на этой территории, влияние политических факторов, данные народности по настоящее время сохранили свою самобытность и являются лидирующими этническими группами среди национального состава населения в бассейне реки Суры. Историческое и социальное развитие этих этносов происходит в постоянной межкультурной коммуникации. Поэтому с течением времени не иссякает актуальность исследований взаимодействия народных традиций мордвы, чувашей и русских. Нам наиболее интересно рассмотреть один из компонентов национальной культуры данных этносов – национальную хореографию. Местная хореография является одним из ярчайших проявлений национальной культуры поселений в бассейне реки Суры. С древних времен в танце народ подражал природе, животным, передавал трудовые движения, выражал различные эмоции. Сложившиеся танцевальные элементы основывали хореографическую лексику того или иного народа.
Истоки танцевальной пластики зарождались в обрядовых действиях, которые тесно связаны с календарно-земледельческим кругом и направлены на привлечение плодородия, удачи на охоте, войне и так далее. Несмотря на огромное количество прошедшего времени, мы можем наблюдать подобные элементы танца благодаря видеозаписям концерта 3-го фестиваля народного творчества фольклорных коллективов в городе Пенза 1989 года. Из личного видеоархива известного хореографа Алексея Ивановича Шилина. Среди прочих районов в этом концерте запечатлены исполнители села Старая Яксарка Шемышейского района, где проживает Мордва Мокша. В своем выступлении представительницы села исполнили на родном языке игровой хоровод «Посеяли конопель», где показан процесс выращивания конопли и создания домотканины. В хороводном действии передаются движения работы земледельцев. Вот сейчас на экране вы увидели небольшую частичку и перешли уже ко второй песне. Здесь мы можем наблюдать танцевальные движения в припевной части. Также здесь важно учитывать сценическую подачу и преклонный возраст исполнительниц. Выступление проходит в открытом статичном полукруге, чтобы зрителю было видно, что происходит внутри круга. В естественной среде это был бы движущийся круговой хоровод. Следующее видео я попросила бы включать только после оглашения, чтобы было понятно, какое видео к какой традиции относится. Особенно ценно, что в наши дни еще возможно наблюдать обрядовые действия, с ними и хороводы, и другие сохранившиеся формы традиционной народной культуры Мордвы на празднике Раскинь-Озгс. Это традиционный эрзянский праздник, возрожденный в 1999 году как фестиваль этнической культуры. В переводе с эрзянского языка «народное родовое моление». И на празднике 2012 года присутствовала экспедиция Московской государственной консерватории имени Чайковского во главе с Вячеславом Михайловичем Щуровым. Ею было сделано описание праздника и запечатлены на видео некоторые элементы данного действия. В настоящее время театрализованный ритуал начинается с призывного звука труб торома. На кургане устанавливается большая восковая свеча Раскинь-Штатл высотой до 3 метров. Жрица несет огонь на курган в сопровождении помощниц, несущих хлеб и мед. 4 старейшин берут у нее огонь и зажигают большую свечу. После этого жрица произносит молитву Богу-Творцу и предкам. Важной составляющей ритуала является хоровод, позволяющий сделать зрителей участниками действия. Все участники фестиваля под музыку из громкоговорителей одновременно выкрикивают «Эрзя! Эрзя! Эрзя!», прославляя свой род. Этот клич произносится всеми участниками грандиозного хоровода из нескольких сотен людей. И сейчас я попрошу включить видео 4, там небольшой фрагмент этого хоровода и клича Эрзя. Получится? Спасибо. Хороводы, гадания, пляски, заклинания, игры, пантомимы являются особым пластическим знаком мордовской национальной хореографии. Мордовский танец отличается сдержанностью, твердой поступью, небольшим количеством фиксированных положений рук, прямой осанкой. Движения женщин можно назвать замедленными, грузными, лишенными легкости, во многом из-за тяжеловесных нагрудных и набедренных украшений, а также увеличение объема ног путем обматывания большим количеством белой ткани для демонстрации силы и здоровья женщины. Наряду с этим женские движения в чувашском танце намного легче, полетнее. Ноги чувашек словно скользят по полу маленькими ритмичными шагами. Кружение, невесомые взмахи платком, ритмичное сгибание колен – все выражает скромность и кроткость. Помимо вращений и плавных скользящих движений ног, к основным пластическим элементам чувашского танца относят удары в ладони, удары ногой по земле. На пластику чувашского танца и манеру исполнения, несомненно, влияет национальный костюм. К основным формам национальной хореографии относятся хороводы и пляски. До наших дней в Алатырской округе сохранились хороводы нескольких видов – игровые, круговые, стенка на стенку, пляски сольные, парные и групповые. Сейчас обратимся к парной пляске женской из видеозаписи этнографической экспедиции Московской консерватории, видео номер 6. Наблюдая рисунок данной пляски и
основные элементы движения, мы можем сделать вывод, что в настоящее время в женском чувашском танце сохранились основные черты движений, схожие по свидетельствам исследователей, со свидетельствами исследователей XIX века. Также сохранился традиционный самобытный наигрыш, не подвергшийся влиянию соседних культур, и общее состояние не только исполнителей, но и зрителей, поддерживающих пляску ритмичными хлопками, как это было много столетий назад. Только прежде это было в естественной домашней обстановке или на сельской улице, а теперь в условиях сельского клуба. Но даже видео в домашней обстановке тоже имеется в нашем распоряжении, и можно включить видео номер 7. Там исполнительница Серафима Михайловна показала тоже некоторые элементы движения. Михайловна, чувашская Если можно, пляска, то было пожалуйста. бы хорошо со звуком послушать. Мгм. Спасибо, кукука. Сейчас мартат у нас. Спасибо, кино. Югерегенда. Спасибо, Сагана. Спасибо. Мужская пластика резко отличается от женской. Это ярко видно на примере свадебной пляски, запечатленной в концерте 3-го фестиваля народного творчества фольклорных коллективов в городе Пенза 1989 года. Жители села Илим-Гора Неверкинского района в концертной форме показали некоторые основные элементы свадебного действа. Пожалуйста, видео номер 8. Здесь отчетливо видно, что в отличие от женских, мужские движения широкие, руки свободно гуляют вверху и внизу. Бывает, что правая рука с платочком просто крутится как мельница, что наверняка является отличительным движением отдельно взятого исполнителя. Подскоки, дроби, ковырялочки, смена направления движения, вся пластика достаточно резкая, в отличие от женской, наполнена бурлящей энергией. Русский танец же, наряду с мордовским и чувашским, более всего подвергся европейскому влиянию. Городские жители обучались иноземной поступи, которая постепенно проникла и в деревенский быт. Сегодня на Суре встречаются кадрили, но больше распространены парные танцы. Но, несмотря ни на что, древнейшие формы хореографии сохранились и бытуют в русских селах по сей день вместе с поздними. Такое явление мы можем наблюдать в известном не только по Пензенской области, но и по России, селе Канаевка Городищенского района, расположенном на реке Суре. Свое выступление на фестивале исполнители из этого села начинают с весеннего игрового хоровода «Красные девицы тонцы водили». Пожалуйста, включите видео номер 9. Посмотрим небольшой фрагмент, буквально 2-3 строфы. Хоровод характеризуется неспешным, свободным шагом, не подчиненным темпу-ритму песни. Все исполнители держатся за руки, сбивало находится в центре круга и изображает действия, о которых ведется в песне. Каждой строфой меняется направление движения хоровода. Далее был представлен также хоровод игровой уже «Бояре» этого же села. Отличается он тем, что относится к виду хоровода «Стенка на стенку». Видео номер 10 включите, пожалуйста. Помимо песен, канарцы показали на сцене 2 бытовых парных танца – «Золотой» и «Рассыпной», берущие свои названия от наигрыша, под который исполняются. Попрошу включить видео номер 11, мы посмотрим с вами танец «Золотой».
Спасибо. И в заключение хочу сказать, что, несомненно, танец отражает исконные пространственно-временные ориентиры, сложившиеся в этнокультурном сознании народа под влиянием мифологических, природных и социально-исторических условий жизни этноса. Мордва, чуваши и русские, проживающие в бассейне реки Суры, естественно влияли друг на друга. В танце, песнях, обрядовой и бытовой среде очевидно заимствование некоторых элементов. Все это влечет за собой формирование сурской традиции на территории проживания данных этносов. При этом традиционный танец не утрачивает свои этнические черты, а лишь варьирует их в новых художественных формах, в пластической речи и в жанровых структурах. Это особенно ценно в современных условиях процесса обезличения национальной культуры. На этом у меня все. Спасибо большое. Евгения Владимировна, вот многие здесь, кто у нас в зале присутствует, восхищены вашим профессионализмом, который вот вы на этом уровне магистерском сегодня так ярко показали. Мы вот с удовольствием услышали, что вы такую тему защитили. Как раз Екатерина Анатольевна нам Дорохова представила, что есть такая тема, которую можно послушать. И всех несколько интересует, вот вы молодой специалист, очень важно, откуда это взялось и как вы появились с этой темой в жизни, кто вас направил и что будет дальше с вашей карьерой. Благодарю за теплые слова. Дело в том, что я сама уроженка Пензенской области, закончила там Пензенский колледж искусств, а после поступила в Москву, в Московский государственный институт культуры и закончила бакалавриат на кафедре искусства народного пения. После я поступила на кафедру народного художественного искусства, и вместе с Шуровым Вячеславом Михайловичем мы защитили магистерскую диссертацию, которая была как раз посвящена хореографии в селах бассейна реки Суры, мордовским, русским и чувашским хороводам и пляскам. Вот данный доклад был на основе моей диссертационной магистерской работы. И я надеюсь, что он дальше еще раскроется, и у меня получится поступить в аспирантуру и продолжить эту работу изучения этих этносов на родной мне земле. Но мы будем желать вам постоянно, чтобы высшие силы вас оберегали, чтобы те традиционные моменты, которые вы осветили, вас вдохновляли и восхищали как бы в этой жизни, чтобы все сложилось, как вы задумали. И, конечно, очень бы надеялись, чтобы ваши умения, знания, профессионализм не только в Москве, не только вот в аспирантуре, раскрылись в том замечательном месте, что называется народная культура на местах. Да. А хореография – это, конечно, особая область, где вот такие, можно сказать, теоретические размышления пока еще недостаточно присутствуют в практике. Практики работают и у нас в том числе, и будут еще сегодня выступления, но вот такие, особенно сравнительные исследовательские исследования, да? Это очень ценно. Так что вопрос, или там вот есть у нас желающий за нашим столом. Михаил Григорьевич, представьте. День. Есть. Представьте. Евгения Владимировна, моя коллега. Это Попова Лидия Венеровна, наш хореограф. Чувашского государственного ансамбля песни и танца. Я хореограф, в числе очень немногих, которые занимаются именно хореографическим фольклором. Мне очень приятно, что вы не хореограф, но так внимательно отнеслись к хореографии чувашской. Очень рада, что вы с Пензенской области. Мы с Зинаидой Алексеевной недавно совсем посетили замечательный этот край. Были у как раз чувашского населения, нашей диаспоры. Там записали шикарный просто материал, нашли элементы невероятные костюмы, которые вообще здесь никогда не упоминался, пока мы ничего не говорим. Вот. Очень много песенного материала. Нашли песенники 40-х годов с текстами песен. Очень много интересных, замечательных рассказов. И действительно, у нас очень много есть взаимовлияний, взаимопроникновений с мордовскими, с татарскими, скажем, элементами, с русскими.
И мы это все увидели, записали очень много. Я хочу вам пожелать, раз вы этой темой занимаетесь, обратите внимание, что в каждой национальной культуре, особенно вот в каждой группе, например, народов, существуют определенные этнографические особенности. Вот, скажем, у нас верховая культура, средненизовая и низовая. И я хочу сказать, очень достаточно сильно отличаются диаспорные группы. Почему? Время продиктовало свои условия, и проживание с другими народами повлияло очень сильно. Это одна из самых интереснейших тем. Она, в общем, по идее, не раскрыта, как и тема пограничного проживания. Это самое интереснейшее, потому что именно в этих границах люди, скажем, больше, наверное, сохраняют свои национальные какие-то очень аутентичные вещи, чем те, которые, как мы здесь проживаем в Чувашии. Я думаю, для вас это будет очень интересно. Тем буду рада с вами общаться. Я сама выпускница, правда, не института, а государственного еще университета. Замечательно дружила с Климовым. Александр Александрович, вы знаете, да, был ведущий хореограф. Первый учебник по русской хореографической культуре он написал. Мы на него и ориентируемся. Это удивительный, замечательный исследователь фольклора, хореограф. Просто невероятно люблю институт. Всем огромный привет и вам особенно желаю удачи. Спасибо огромное. Ну что же, Евгения, вы поняли, да? Какой резонанс ваше выступление, живой интерес вызвало. Более того, я завтра вернусь в Москву. У нас есть контакт нашего центра с различными федеральными национальными автономиями культурными. И есть Совет лидеров молодежных этноинициатив. Я думаю, вы будете очень ярким звеном в этом совете. Я вас приглашаю в Центр культуры народов России, Государственный дом народного творчества. Приходите, пообщаемся и выстроим планы работы. Хорошо? С огромным удовольствием вместе поработаю с вами. И хотела бы сказать еще отдельно, что мне очень приятно внимание по поводу чувашской традиции. В своей работе я учитывала, сейчас покажу, вот эту книгу. Понятно, что моя первая работа, моя попытка. Спасибо Но огромное. я рассматривала и низовых, тоже обязательно об этом упоминала, что разные группы есть, как и у мордвы, так и у чувашей. Еще раз сердечно вас благодарю, большое спасибо и удачи форуму. Ну так мы и продолжаем работать. Оптимистичный ряд у нас продолжается. Мы надеемся, так и выстроим то, что мы задумали выстроить. Спасибо вам еще раз. Следующий участник, прошу. Продолжаем. По программе слово предоставляется Михаилу Гершоновичу Матлину. Как Михаил Гершонович на связи? И, как я понимаю, вместе с автором Владимирова Татьяна Юрьевна. Это город Ульяновск. Мы ждем, да, картинки на экран. Значит, а тема у них – певческая традиция села Норовка Цильнинского района Ульяновской области. Это Ульяновский государственный педуниверситет имени Ульянова. И.Г. Ульянова. Что-то я не знаю. Ну узнаете. Так И.Н., значит, Илья Николаевича Ульянова. Тогда понятно. И Татьяна Юрьевна, соавтор, заведующая отделом народной и традиционной культуры, Центр развития и сохранения фольклора, филиал Центра народной культуры Ульяновской области. Так есть на связи? Нам сообщили, что подключаются. Нет подключения? Ага. Есть смысл подождать, да? Или давайте следующее пока. Если трудности, тогда мы хотим предложить слово выступить нашей специалистке, значит, Петуховой Людмиле Валерьевне. Сейчас тема доклада мы переносим. Сейчас. Значит, освоение аутентичного материала студентами фольклорного отделения.
музыкального училища имеется в виду, на примере календарного обряда Херзари, девичье пиво. Людмила Валерьевна, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заведующая отделением сольного хорового народного пения музыкального училища имени Федора Павловича Павлова, Чебоксары. Спасибо, Михаил Георгиевич. Всем добрый день. Моя статья написана на основе моей работы в Чебоксарском музыкальном училище. Моя работа основана на опыте работы в Чебоксарском музыкальном училище. Я руковожу хором. Проблема познания студентами народно-певческих традиций Чувашии через соприкосновение аутентичным фольклором и носителями традиций является сегодня важным и актуальным. В основе обучения лежит народное исполнительство, которое тесно переплетается с другими дисциплинами специального цикла «Расшифровка» и анализ народных песен. Они направлены на сбор и фиксацию фольклорного материала, его нотацию и анализ. Выпускники оформляют курсовые работы с 30 более нотированными традиционными песнями и этнографическим материалом сел своего района. На их основе готовят выпускные концертные программы, так называемые итоговые государственные экзамены. Систематические музыкально-этнографические экспедиции, то есть живые соприкосновения с традиционным фольклором, его носителями дают студентам полную картину о современном состоянии традиции. Записи фольклорных произведений должны соответствовать определенным требованиям, главной из качеств которых должна быть точность. Для этого необходимо нотировать скрупулезно, то есть с мельчайшей подробной фиксацией с помощью определенных знаков для последующего воспроизведения в пении. На стадии становления специалиста возникает немало сложностей в восприятии подлинной народной песни. В связи с этим главной целью ставится изучение песенной традиции через практическое освоение, исполнение песенных образцов, которые максимально приближены к реальному звучанию напевов, бытующих на сегодняшний день в деревенской среде. Чувашский народ славится сохранностью разных традиций, обычаев, обрядов и праздников, каждый из которых уникален своей самобытностью и неповторимостью. Одним из них является осенний молодежный праздник «Девичье пиво» Улах-Сари, который хорошо сохранился только в Шимыршинском районе Чувашии. Но нам удалось зафиксировать этот обряд и в Яльчикском районе, а именно в селе Яманчурино. В марте 2015 года со студентом 4-го курса Смирновым Георгием Николаевичем нам удалось записать этот обряд от местных жителей. Позвольте сейчас продемонстрировать обрядовую песню в исполнении носителей и затем студентов. Ай-кай, пертам дошли, перджунеси, мени юр-юр-лаза, шапаранши, мени юр-юр-лаза, шапаранши. Со слов информаторов стало известно, что праздновали этот праздник в начале ноября и 2 дня, а именно 4 и 5 ноября. До начала празднования девичьего пира у молодежи шла долгая посиделочная пора, где занимались в основном рукоделием. Девушки начинали готовиться к празднику за 2 недели, нанимали дом, собирали деньги для хозяйки, гармонистов и других хозяйственных нужд. Праздник устраивала молодежь 2 улиц – 4
4 ноября одна улица, 5 другая. Соответственно, в первый вечер одна группа девушек являлась хозяйками хужахиразем, а другая гостями хонахиразем. На второй день менялись ролями. В намеченный день ближе к вечеру хужахера с остальными девушками и с гармонистом ходила забирать хонахерне на другую улицу. Она помогала одевать ее в лучшие наряды, а та, в свою очередь, встречала их с почестями, сажала за специально приготовленный стол, угощала пивом, приготовленным из нового урожая. Выходя из-за стола, гармонист затягивал гармонь, и девушки чуть пританцовывали. И только после благословения матери девушка-гостья отправляется с ними в арендованный дом, где проходил сам праздник. Выходя из дому с песнями девичьего пира, шли за другой девушкой. Таким образом, они ходили по домам в каждой гости, пока все не соберутся. Ближе к 8-9 часам вечера девушки становились рядами и пением шли к условленному дому, а рядом крутились парни. Все заходили в дом, девушки-хозяйки хужахиразем становились с одной стороны, а хонахиразем с другой. Этот праздник привлекал и стар, и млад. Они специально приходили полюбоваться на это зрелище. Девушки-хозяйки накрывали стол, приносили с собой угощения. Остальным угощением было обрядовое пиво из нового урожая, которое варили специально для праздника. Сначала за стол сажали пожилых, потом парней, которые, попробовав угощение, клали серебряные монеты к девушкам в руки и на специальную приготовленную тарелку со словами «многое заканчивается, а малого хватит». Не иссякло бы старое, приобреталось новое, или «много дать не могу, пусть Бог даст». Непреложным моментом является благословление молодых почтенным старейшиной. Во время благословения все становились на одно колено, и старейшина произносил слова: «Проведите улахсари хорошо и весело, умейте себя вести достойно и не посрамите родителей, ведите себя скромно». Вскоре парни начинали танец, по очереди приглашая девушек-хозяек в центр дома. После этого гармонист начинал играть специальную мелодию танца «Ахаяс». Сейчас посмотрим видеозапись обрядового танца «Ахаяс» в исполнении же того же состава. Сначала местные, далее студенты музыкального училища. Ага, ну тогда так, вот. Сейчас
одна из девушек-хозяек приглашала на танец сидящую за столом девушку-гостью. Девушки, взявшись за руки, выходили в середину дома и, как бы делая поклон друг другу, расходились на две стороны. Рисунок танца представлял из себя легкий орнамент, где девушки танцевали, кружась вокруг себя то в одну сторону, то в другую, меняя положение рук. Левая рука на талии, правая внизу. Правая рука на талии, левая внизу. Обе руки на талии, обе руки внизу. Таким образом, все девушки-хозяйки по очереди приглашали своих подружек на обрядовый танец ахаяс. Танцевали попарно, но при этом движения сохраняли синхронность. Пока одни танцевали, другие исполняли частушки и хлопали в ладоши. После завершения танца все становились на две стороны. С одной стороны выстраивались девушки-гости, а с другой – девушки-хозяйки. На молодежном празднике был специальный ритуал, который назывался «кадиклетни», дословно «кудахтанье», когда парни просили девушек спеть песню за деньги. Включите, пожалуйста, третью видеозапись. Песни девичьего пера пелись молодежью в помещении, и поэтому они звучали спокойно, мелодично, в удобной для исполнения средней тесситуре в умеренном темпе. В поэтических текстах этих песен раскрывалось внутреннее состояние человеческой души, поэтому улах-сари юризем были камерного характера и исполнялись в основном акапелла. Но мы осмелились и решили в одном месте обряда исполнить песню под сопровождение классической скрипки и чувашской народной кесле. Такое гармоничное сочетание, на наш взгляд, позволило только обогатить пение. В своей работе мы старались придерживаться аутентичной ориентации, но не обрабатывая этнографический материал, а стремились воспроизвести его как бы без умышленных искажений. Студенческий коллектив – явление вторичное, так как преемственность традиционной народной культуры осуществляется в этом случае искусственным способом. Сначала песенный или танцевальный фольклор записывается от информаторов, а затем осваивается путем подражания аудио- или видеозаписей. Очень важно не идеализировать понятие аутентичный, не впадать в крайность. Аутентичный не значит точная копия. Нельзя слепо подражать носителям традиций, этнографическим ансамблям. Ведь и они поют всякий раз по-разному, но в рамках своей традиции. Для того, чтобы вторичным коллективам соответствовать определению аутентичной, необходимо хорошо освоить какую-либо традицию, и только после этого следует импровизировать в рамках данной традиции. По нашему мнению, коллектив училища наиболее хорошо освоил календарный обряд херзари с сопровождающими песнями и песенную традицию села Иманчурина Яльчикского района Чувашской республики. Студенческим фольклорным ансамблям не следует отказывать в определении аутентичной на том лишь основании, что они еще не успели освоить хорошо какую-либо традицию. Главное, чтобы они не пытались с целью якобы улучшения преднамеренно изменять подлинные мелодии и тексты. Непреднамеренные искажения на стадии обучения и становления как специалиста-фольклориста вполне объяснимы. Следует отметить, что овладение специфическими исполнительскими приемами – процесс сложный и долгий. Однако и в рамках учебной работы можно добиться определенных результатов. Об этом говорят отзывы председателей комиссии наших государственных экзаменов. Спасибо за внимание.
Спасибо. Я думаю, что и вопросы могут быть, и интерес большой тоже к работе такого студенческого коллектива. Хотя мы его называем вторичный, но это не о качестве говорится, а вторичный по типу. Есть примеры еще, есть примеры, нас смотрят телезрители и так далее, да, есть примеры в других регионах, где Министерство образования и культуры как бы взаимодействует таким образом. Студенческий коллектив от образования как бы не может претендовать на какие-то звания там заслуженного, народного и так далее. Вот вроде как считается, они уже профессионально готовятся к деятельности и тому подобное. Вот на стыке интересов мы предлагаем вам тоже подумать, как сделать так, чтобы вот этот коллектив стал основой народного коллектива при доме, при центре народного творчества вашем, как бы основой. Потому что там, вы видели, есть погруженные глазки у девочек, у мальчика, там есть такая уже внутренняя готовность, и как раз через это заинтересованность и профориентация в том числе. Да, для того, чтобы закрепить на каких-то вот наших методических направлениях. Это любопытная идея. Подумайте. Есть опыт. Я вот сказал, да. Я сказал, есть опыт в других регионах. Мы можем вам подсказать, как это делается. Вот. Ну что же, можно идти дальше? Так. Да, представьтесь, пожалуйста. Садовникова Ольга Альбертовна. Я, в общем-то, художник и много лет преподавала в Чебоксарском художественном училище, тоже декоративно-прикладное искусство, близко. И я хочу сказать, что вот в прошлом году, вот, ну не в этом, а в прошлом году была на вашем выступлении вот дипломников ваших. Я скажу, что я просто восхищена вот, и покорена вот до глубины какой-то души вот этой вашей работой. Назван, адресат вот всех вот этих музыкальных композиций, точный адрес, исполнители. И вот мне тоже, вот я сейчас прям очень благодарна, что как-то вам подсказывают, потому что хотелось, чтобы это видели более широкие зрители, чтобы это на какие-то фестивали, российского, даже мирового уровня, чтобы это была возможность показать. И правда, вот я жалела, что в зале так мало зрителей, я жалела, что я, только в прошлом году узнала, что такие события, как ваша защита дипломов, это, я вот просто низкий поклон. Спасибо. У меня совершенно другое представление тоже у меня сейчас возникает о том, что вот училище так благодаря Дому народного творчества, может быть, это будет осуществляться. Единственное, что это студенты, им так трудно, но их хотят видеть все, кто первый раз вот так. Не соглашусь с вами. Вот вспомните свою молодость, вспомните. В студенческие годы можно все и много, и днем, и ночью, и тогда это возникает полная не только отдача, а возможность дальнейшего применения. Спасибо. К сожалению, время нас поджимает, и я поэтому хочу дать возможность выступить. Вот уже перед нами Александр Юрьевич Айдаров, наш полномочный представитель в ближнем зарубежье. Александр Юрьевич, да, меня слышно? Видимо, PhD, да? Доктор философии государственного управления. Да. То есть он не музыкант из профессионалов, но он такой любитель, что, я думаю, его ансамбль под его руководством «Тарай», город Таллин, покажет любопытный пример вот того фольклоризма, о котором я упомянул в начале. Доклад называется «Группа Тарай. Фольклор как основа создания современной чувашской музыки». Смысл слова «современная музыка» тоже по-разному понимается. Сейчас Александр Юрьевич нам все покажет. Просим. Да, здравствуйте, добрый день. Слайды вы будете показывать или я со своего компьютера? Так, отлично. Значит, да, я родился в Эстонии, и я хотел бы поделиться опытом, который не претендует на объективность, скорее это взгляд музыканта, на то, как сегодня возможно использовать чувашский фольклор для создания современной музыки. Современная музыка – это та музыка, которая по звучанию ближе все-таки к современной музыке, не к фольклору, но, с другой стороны, она имеет очень серьезную фольклорную основу. То есть это попытка увидеть фольклорное звучание, может быть, не в том аутентичном виде, как это поется в деревне, но
взять его и привнести в городской контекст. И да, следующий слайд. Немножко просто об Эстонии. И в Эстонии чуваш очень мало, это 375 человек по последней переписи населения 2010 года. И 30% Эстонской республики – это русские, русскоговорящие. Ну и чуваш очень мало, но несмотря на это нам удалось создать такой коллектив, как Тарай. Тарай – это по-чувашски, на других тюркских языках переводится как «шелк». Сейчас мы говорим «пурчин». Такой архаизм. Да, там следующий слайд. Движение на кнопку нажмите. Да, просто я живу в стране, где благотворная почва для как раз такого подхода, когда выпускники фольклорных факультетов специальностей Вильнюсского колледжа, они очень активно создают современную эстонскую музыку, используя фольклор. И вот просто на картинке можно потом посмотреть в интернете «Традатак». Это та группа, которая уже объехала, там, не знаю, полмира, и они поют на эстонском. Они поют только на эстонском, и они исполняют эстонскую музыку. И для них это не является препятствием, условно говоря, препятствием к славе. То есть они востребованы. Вот. И следующий слайд, немного о группе. У нас в группе пока было 3 человека. Я чуваш, ингерманландец Эйнар Мони и итальянец Андреа Патрон. Сейчас нашли еще 4-го участника из России, москвич. Вот. И, это современные инструменты: бас, гитара, голос, барабаны. Вот. И следующий слайд тоже там. У меня просто картинки с нашего альбома. 25 апреля мы выпустили альбом в YouTube. Вот. Да, модератор, если вы будете нажимать на клавишу, то появится, да, это следующий. То есть у нас 7 песен. Записаны они в основу взяты стихотворения чувашских поэтов: Эйзин, Иосиф Трер, и Ле Тукташ, Питаки. Вот, потому что мы хотим дать им новое дыхание, новую жизнь. И основа для меня всегда был чувашский фольклор, потому что я сам здесь в Таллине руководил в свое время 7 лет чувашским небольшим фольклорным ансамблем. Вот, по сути, я самоучка. Вот, но мне кажется, что фольклор дает очень сильную такую базу для творчества, для создания чего-то нового. Вот. А потом я скину здесь в Zoom линк на наш альбом, можете послушать, как это выглядит. Сейчас, думаю, не будем слушать. И следующий слайд. Да, то есть мой главный вопрос, который, в принципе, я задаю себе и слушаю чувашскую современную музыку. Что приобретет или потеряет современная чувашская музыка, используя чувашский фольклор? Вот следующий слайд. Вот. Но это мое личное субъективное видение того, что такое современная чувашская музыка. Современная чувашская музыка была создана в 90-х годах, 2000-х годах, и, по сути, для меня является таким неким, не обижайтесь, чувашская эстрада и представители, это такой небольшой реликт того, что когда-то создавалось, вот такие вот, как сказать, копии небольшие. Да, есть какие-то региональные особенности звучания, да, на чувашском, там и какие-то даже ходы используются чувашские, но после того, как прозвучала какая-то чувашская мелодия, начинается пение в стиле там группы «Мираж», не знаю, там, или там в стиле «Руки вверх», там, и так далее. Это неинтересно, это скучно, потому что, во-первых, так уже не поют, а во-вторых, наша целевая группа Тарай, это те люди, молодые люди, которые говорят по-чувашски или не говорят, и они ищут связь с родной культурой. И через такую музыку, как показывает мой опыт, им сложно найти связь с родным языком, с культурой, потому что выглядит это для них, на их слух, старомодно. Конечно, только что сегодня с утра говорил с одним знакомым, говорит, нам пирень ялда гаять, нам в деревню не пойдет. В деревне может быть, но сколько еще, учитывая темпы глобализации и так далее. Вот. И вопрос, что потеряет или что приобретет чувашская эстрада, чувашская современная музыка, если она будет использовать фольклор, поделюсь своим опытом. Следующий слайд. Чувашская пентатоника для меня – это источник вдохновения, это творческий такой сильный механизм, потому что 5 основных видов пентатоники плюс 6-я – это южно-чувашский лад. Он дает огромные возможности для самовыражения, когда мы можем, условно говоря, использовать минорно-мажорное звучание, ре, ми, пентатоника, и уже дальше, где ля, си,
пентатоника, где уже какие-то такие сакральные, немного отстраненные звучания. И, в общем-то, эту пентатонику мы в своем альбоме используем, все эти пентатоники используем, кроме южной чувашской лады. И тут, конечно, можно сказать, что есть и возможности переплетения этих пентатоник, что, опять же, известно в фольклорной традиции. Вот. Если задуматься о, например, перевести параллели с джазовой музыкой, когда в 50-х, 60-х годах классический джаз-свинг, он претерпел глобальные изменения, используя как раз благодаря лады. Майлз Дэвис, например, там знает, как раз благодаря тому, что перестали использовать аккордовую сетку как основу и перешли к ладам. То есть, мне кажется, вот используя лад, чувашские лады, все 5-6 видов пентатонных комбинаций, мы, в общем-то, получаем такой серьезный рабочий инструмент для самовыражения, для интересного звучания. Вот. Следующий слайд. Как любая группа, я не буду, как сказать, двуличным и так далее, для группы важна популярность, для группы важна публика и так далее. И тут одна из цитат одного критика на наш альбом, живущий в Эстонии русский писатель Филимонов, в общем, написал так, что, по сути, нашу группу слушают и эстонцы, и русские, и русскоязычные, они не понимают, о чем мы поем, потому что я пою исключительно на чувашском языке, хотя мы сделали переводы всех песен, литературный перевод всех песен на эстонский язык, сотрудничество с эстонскими поэтами. Кстати, одна из них, Эда Ахи, у нее отец оказался чуваш, где-то из-под Кандаша. Вот. Перевели. И плюс еще такой подстрочник сделали на японском языке, итальянском, английском и так далее. То есть зачем я это делаю? Я думаю, что чувашская музыка должна быть на мировом уровне. Она должна быть интересна всему миру. И если она будет интересна всему миру, я надеюсь, чувашам она тоже понравится. Потому что одна из проблем, если ты начинаешь заниматься такими экспериментами, как уходить куда-то в фольклор, но это не фольклор, и это не та современная музыка, которую привыкли слушать люди, которые выросли, воспитались на, там, скажем, звучании 90-х, 2000-х годов, то, может быть, там как-то непонятно и так далее, там и понятно разные поколения, но я думаю, что для молодого поколения это достаточно интересно. Так, следующий слайд. Так, и что приобретает, что теряет чувашская эстрада? Ну, для того, чтобы осмыслить чувашскую пентатонику в современном контексте, более современном звучании, ну, достаточно нужно время, нужны силы, нужно творчество. Мне кажется, если в Чебоксарах есть серьезная школа, о которой говорил господин Петухова, некое сотрудничество, какое-то такое создание песен или, по крайней мере, обсуждение, как можно использовать ту или другую пентатонику или какие-то мастер-классы проводить для современных чувашских музыкантов, если для них мировой уровень важен, если для них не только важен региональный уровень или уровень Чебоксар, а мне кажется, это достаточно круто для группы быть востребованной не только на уровне региона, но на уровне, скажем, всей России или, по крайней мере, ближнего зарубежья и так далее. Потому что в Эстонии ежегодно проводятся как минимум 4 огромных, скажем так, постфольклорных фестиваля, где представлены различные страны, различные этнические направления, жанры, которые используют фольклор как основу для творчества, не говоря уже о Европе. Вот, в заключение, тогда последний слайд, да, там мой контакт, имя, фамилия, нажмите, пожалуйста. Сейчас еще скину в Zoom ссылку на альбом, можете послушать, сказать потом, может лично написать или, в общем-то, где-то поделиться. Да, администратор, пожалуйста, нажмите. Последний слайд. Да, Александр Айдаров, очень, да, в заключении. Я уверен в том, что чувашский фольклор может быть хорошей системой для создания современной музыки. Да, современная музыка, понятие расплывчатое, но, по крайней мере, современная музыка, которая имеет яркое национальное звучание, оно, я уверен, оно востребовано. По крайней мере, здесь в Эстонии, в Европе людям интересно слушать другую музыку, потому что, живя в определенных стандартах, в определенных клише, мы привыкаем создавать музыку определенного типа. Мы поем одинаково, мы играем одинаково, и в конце концов все одинаково делаем. Используя фольклор, мы становимся интересными, мы становимся уникальными, мы становимся востребованными. Все остальное – это дальше маркетинг и так далее, и так далее. Спасибо. Александр Юрьевич.
Александр Юрьевич, большое вам спасибо за ваше выступление, за ваше участие на нашем круглом столе, на нашем форуме. Вы большое открытие для нас, вы и ваш коллектив. У меня такой вопрос к вам. Вы гастролируете в России, приезжаете ли вы в Российскую Федерацию и бываете ли вы в Чувашии? Мы очень хотим выступать в России, хотя бы до Питера, до Москвы доехать, так как нужно найти финансы и так далее, какую-то поддержку, может быть, в Чувашии или где-то там в Татарстане, куда... В общем, это вопрос финансирования, и, конечно, само финансирование, мы тоже найдем какие-то деньги, чтобы и так далее, то есть, и найдем какой-то проект на поддержку здесь и в Эстонии. Просто нужно договориться, когда, в какое место, желательно, конечно, летом, потому что мы все, мы не зарабатываем деньги, будучи музыкантами. Я чиновник, басист, врач и так далее. А в Чувашии, да, я общаюсь, потому что у меня жена из Чувашии, родители из Чувашии, так что я в Чувашии периодически бываю, просто в этом году не смогли доехать из-за вируса. Спасибо. Да, очень хотим выступать. Да. В качестве специального гостя на одном из наших фестивалей мы хотели бы видеть вас и ваш коллектив. И мы надеюсь, что мы обязательно вас пригласим. Для этого мы найдем бюджет. Да. Надеемся, что вы обязательно к нам приедете, и в том числе встретитесь со студентами Чебоксарского музыкального училища для, может быть, мастер-класса, для общения, потому что все, что вы сейчас говорили, очень важно для нас. Спасибо, что мы в этом единомышленники. Я думаю, это важно не только для Чувашии, но это важно для остального мира, потому что наша культура — это не просто такая культура, которая где-то там. Все говорят, все здесь в зале сидят и дружно говорят, вот такую энергетику, да, такую важно для современного мира, чтобы такие люди не просто защищали там какие-то национальные, там, патриотические нотки, а чтобы они понимали, что действительно каждая культура важна для того, чтобы мир развивался, сохранял в себе энергетику, правильные жизненные силы. Многих интересует, что означает доктор философии. Вот это как раз, может быть, вас и греет. В России это кандидат наук, я думаю, да? Каких наук? Государственное управление. Государственное управление – это наука, которая изучает государство как исполнительную власть. Я не знаю, слышали ли вы начало, которое было в 9 утра. Мы как раз говорили о том, что философский подход к тому, что происходит, причем соединенный с таким правильным, грамотным менеджментом, да, маркетингом, такой управленческий подход правильный к себе, к своим силам, очень важен. Поэтому не думаем, что только как гастроли или там встречи со студентами, возможно, как раз, видите, именно министр сразу к вам обратилась, что вы очень нужны, чтобы Чувашская республика в свой 100-летний юбилей знала, как правильно относиться к своей национальной фольклорной культуре. Спасибо. Спасибо. Дай Бог вам здоровья и даст Бог встретимся. Да. Ждем вас в Чебоксарах, и Москва, видимо, тоже интересует. Да, интересует. С проездом будете в Москве обязательно. Еще как. В Таллине, как я понял, когда я там был, 2 центра чувашских. Сейчас они сохраняются оба? Отключился. Есть у них связи. Да, у нас заканчивается телевизионная... есть. Во всяком случае, эти связи есть, и там не только такой молодежный коллектив. Я же помню, там люди пожилого возраста, других говорить? Они за традиционную культуру держатся. И это все существует, хотя всего 200 человек. Значит, Юлия Александровна Дмитриева хочет к вам тоже Добрый день, пару слов сказать. Юрьевич. Мне особенно приятно с вами общаться, еще и потому, что вы очень тесно были в контакте с Иосифом Александровичем Дмитриевым, который изучали чувашский язык, и ваши записи мы прослушивали. Так что хочется действительно присоединиться к пожеланиям приехать в Чувашию. Вы можете быть гостем нашей семьи. К сожалению, Иосифа Александровича нет, он ушел в иной мир.
например. Но с вами мы будем рады встретиться. Вот, я думаю, поддержали, максимально вас поддержали из Чувашии. Да. Так что давайте сил придали, вот вперед и с песнями чувашскими. Ну, а само направление, конечно, очень важное. Ну, Александр Юрьевич хорошо это понимает, то, что он называет современной чувашской музыкой. Не будем о терминах спорить, но это просто важно для культуры. И это как раз самое новое поколение вовлекает в нашу сферу. В нашу У нас деятельность. Завершается телевизионное время Спасибо. нашего формата. Да, мы должны завершать. В завершение Ядринский коллектив предлагается. Поэтому живьем, что называется, подъехали артисты. Коллектив из города Ядрин, называется «Верьял», или мне какое-то другое название дали. «Верьял». Народный фольклорный ансамбль под руководством Льва Алексеевича Иванова. Ждем артистов сюда. Так, а мы вот они. уступим место. Давайте. Спасибо большое, что приехали. Еще что-то есть или формат весь? Ну что же, вы понимаете, что вас видит вся Чувашия, телевидение показывает. А вот мы понимаем, что формат как раз онлайн, офлайн наш. Да, наши встречи не позволяет дать полный концерт, но я думаю, Чувашия слышит вас периодически на праздниках, концертах. Поэтому пожелаем вам успехов и до встречи на фестивалях, которые будут, даст Бог, разрешены на открытом площадке. А вот говорят, что если у вас есть возможность, или это все, что вы знаете? Вы специально учили 1,5 года вот этот один номер, да и приехали, или как? Ну, чтобы говорят, что позволяется еще один номер сделать, подумать, что самое любимое. Мы специально говорим, есть концертные показательные номера, да, вот яркие там в действии и так далее. А есть что-то такое для себя.
внутреннее? Есть ли такое что-то для себя, когда вы собираетесь вчетвером, женщины вас не слушают, концерт не нужно делать? Что поется чувашское для такого? Это опасно. Не, ну в рамках приличия. В рамках приличия. Что-то такое спеть, чтобы такое настроение не только... Свое. Свое народное. Да, да, да. О том, что самое теплое, самое родное, близкое, что есть в жизни, да, и составляет ту Чувашию, которая вам дорого. Ну и провокационное, последний раз время вообще есть. Тут мы говорили о межнациональном, мы говорили, варианте фольклорных проявлений и взаимовлияния. Вот провокационный вариант. Что-то ваш квартет может по-русски спеть? Провокация такая. Так, но пока вы думаете, я сейчас скажу. Во многих местах, где мы бывали и бываем, я специально говорю о том, это провокация, потому что по-русски они знают много песен. Другое дело, насколько это фольклорные песни. Поэтому нет необходимости говорить, что обязательно каждый представитель другого народа должен знать фольклорное русское что-то. Да? Пусть русские там поют по-русски фольклорные песни. Другое дело, что я уверен, что популярные какие-то вещи вы для себя позволяете. Типа там про коня, как говорят сейчас, где-то поют что-то еще такое. Ну, самое популярное про любовь. Вот. Итак, коллеги, аплодисменты. Они ничего не боятся. Наши... Зал присоединится, зал.
С юбилеем вас победы, с юбилеем вашей республики, области автономной. Мы завершаем нашу часть телевизионную. Да, вы видите, говорят, что на чувашском надо остановиться все-таки в варианте. А Михаил Григорьевич, для телезрителей два слова скажите еще перед этой песней. Ну что сказать. Ребята, чем оригинальные? Смотрите, мужской состав, что вообще уникально. Обычно у нас лучшие певцы девушки, женщины старших поколений. Кстати, и танцоры тоже. Но вот здесь Леша Иванова, я вижу, который наше музыкальное училище окончил. Вот это результат работы нашего музыкального училища. В Ядрине существует особый коллектив. И вот эта песня, которая в начале прозвучала, это чисто верховая, настоящая, именно верховая. Ну, я думаю, Ядрин это... Но музыкальное училище подсоединяется, видите, присоединяется. Женщина обязательно присоединилась к правильному отношению к песне, к культуре. Она не испортит. Я уверен. Ну что же. Мы хотим исполнить гостевую Чуваши Башкортостана. Сенгершель. Ага. Прошу. Мургаш районче вулавыша культур наци проект шебе келешүүлін шинетсе улыштарны. Шак телеве федерация хыснынчен пилик миллион деньги уйырна. Шурда илемлетін чухне наци культурне тебе хуна. Фызы ховартлықлы интернет пачы гыддарна. А жазем валивара уйрым пюлім хадерлене. Чуваш республикин пуштықын телевизионе вағытлық пұрнышлаган Олег Николаев эшлер шыл жүревре булнымай, мен дуныбе комаллы юлче. Чувашла кенегізем ытларақ помалу не балыртрым. Чуваш республикинче пурнмалы укша деньгин чибичек вещи юсне. Кыжал хейкіміш